Еще раз добрый день, коллеги. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно, видно. Отлично. Так, у нас присутствует 9 человек. Замечательно. Так, ну, коллеги, предлагаю еще минуточку подождать и начать. Вот. А я по ходу дела буду отмечать, кто у нас присутствует, если будет такая возможность. Так, ну, во-первых, вы знаете, да, о том, что у нас фиксируется посещаемость этих федеральных проектов. Итак, коллеги, ладно, хватит демагогии, дискуссий и каких-то надуманных переживаний. Так, начинаем. Так, ну мы с вами выходим на завершающий третий модуль. По поводу практического занятия я скажу на третьем часе. А сейчас наш с вами курс, да, будет связан, вы видите на слайде, это отбор и разработка учебных заданий, направленных на развитие функциональной грамотности. Учел свои ошибки по первому модулю. Наверное, связано это прежде всего с тем, что не совсем понял, что от меня ждут по данному проекту. Вот, как объяснили мне организаторы. Не буду я дублировать тот материал, который вы параллельно изучали дистанционно. Вот, на сегодняшний момент у меня немножечко такая своя разработка, связана с функциональной грамотностью. Ну и со своей наработкой как раз с вами и поделюсь. Итак, но в первую очередь предлагаю сразу же начать с такого интерактива. Перед вами табличка. Да, вы видите, в одной табличке у нас, в колоночке точнее, термины, в другой колоночке определения. Ответьте, пожалуйста, в чате, да, о чем идет речь, о каком термине данная задачка. А почему история и вопрос сразу? Интересно. Поднимает руку. Наверное, история. Да, коллеги, конечно же, вы правы. Это все определения, связанные с историей. Да, с термином история. Но вот как раз предмет нашего сегодняшнего разговора будет связан. Я не могу сказать, что это читательская грамотность, только лишь читательская грамотность, да, но как раз о развитии понятийного аппарата, о развитии научности, как одной из функций таких, как функциональная грамотность, мы сегодня с вами и поговорим. То есть предметом разговора у нас как раз сегодня будут
термины, понятия и определения. Конечно же, заявленная тема, она не теряет своей актуальности, да, так как именно на уроках истории, да, в первую очередь мы работаем с нашими учащимися через специфический понятийный аппарат. Ребята начинают знакомиться, изучать понятия и термины буквально уже с первых уроков. И преподавание курса истории, да, у нас идет линейным способом, то есть изучается последовательно. Так, например, история, да, мы первоначально вводим в самом доступном для понимания пятиклассников, да, в виде слова. Да, вот само слово история, мы знаем с вами, да, это слово греческое, да, и им изначально, да, обозначали рассказы очевидцев, да, рассказы очевидцев о каких-либо событиях. В этом изучении оно до сих пор и живет, да, мы по сей день в обиходной речи можем слышать, да, такие фразы, как «я попал в неприятную историю», или «со мной случилась такая история». Да, и первый термин, который мы даем нашим пятиклассникам, что такое история, это наука о жизни человека в прошлом. В старших классах дети уже владеют значительным багажом знаний и могут сформулировать уже 5-6 определений данного термина. Ну, и приводят точки зрения философов, историков, социологов. Свои знания они демонстрируют, выполняя всероссийские проверочные работы или работы, связанные с государственной итоговой аттестацией. Неважно, ОГЭ это или ЕГЭ. Да? Ну вот, да, как доказательство того, что мы работаем с понятийным аппаратом, да, уже начиная с первых, по сути, наших уроков. Да, вот обратите внимание сейчас на слайд. Да, одно из заданий ВПР. Да, ВПР в 5 классе. Объясните смысл хронологических понятий и терминов. Задание требует умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Да, то есть здесь ребенку предоставляется возможность выбрать тему, да, и в соответствии с выбранной темой указать термин. И впоследствии уже, да, выполняя данное задание, дать объяснение выбранному термину. Следующее задание, обратите внимание. Да, это уже задание я взял из примера ОГЭ. Да, 9 класс. Запишите термин, о котором идет речь. Задание требует умения объяснить смысл изученных исторических понятий и терминов. Ну, коллеги, о чем здесь идет речь? Запишите термин, о котором идет речь. Воины, набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности, введенная Петром I. О чем здесь идет речь? Да, конечно же, рекруты. Спасибо, коллеги. Я да, специально, как бы, чтобы не совсем было скучно, добавлю такой интерактив, буду вас спрашивать, чтобы вы мне отвечали в чате. Спасибо большое, что вы отвечаете. Следующее задание уже из ЕГЭ.
да, требуется знание исторических понятий, умение их использовать. К чему я все привожу эти примеры, да, начиная с 5 класса, да, то есть задания из ВПР, из ОГЭ, из ЕГЭ, да, как доказательство того, что мы действительно работаем с вами с понятийным аппаратом. Да, но вот здесь уже, да, наши учащиеся, помимо того, что вы обратите внимание, это задание новое. Да, задание из ЕГЭ уже 2022 года. Да, раскройте смысл понятия бояре, да, и приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие, да, применительно к истории России. При этом приведенный факт не должен содержаться в данном вами определении понятий. Кстати, такое задание, да, сейчас было еще и в работах Статград. Если ваши ребята писали первую проверочную работу, как раз это оттуда. Да, ну и, конечно же, ребята говорят о том, что, да, что такое, кто такие бояре. Да, это высшее сословие, да, феодального общества, либо на Руси, хотя, да, существовали они у нас и до 17 века. Да, ну и факт, который можно привести. Но, знаете, даже есть определенные уже, я не скажу, что прям сайты, да, но какие-то странички в интернете, да, которые приводят уже, да, прям уже специализированные такие, которые приводят 10 фактов, такие бояре. Да, и вот один из таких фактов о том, что это были приближенные князя, да, второй факт о том, что бояре, это уже, да, факт о боярах, о том, что при Иване III проходило обояривание князей, к примеру. Итак, основные затруднения. Ну, я думаю, что, наверное, каждый из нас задумывался, да, о том, почему, да, наши учащиеся не могут сформулировать даже базовые определения. Почему не могут использовать и апеллировать приобретенными год или 2 года назад знаниями? Да, и вот оказывается, есть ответ на эти вопросы. Почему? Прошу прощения, перескочил. Да? Оказывается, все наши с вами беды идут от того, что, во-первых, для формирования высокого уровня функциональной понятийной грамотности учащиеся должны владеть прежде всего читательской грамотностью. Учащиеся должны владеть также читательскими умениями. А это искать и извлекать информацию, интегрировать и интерпретировать ее, размышлять о содержании и оценивать. Не буду повторять, да, приведенные на предыдущем курсе занятия, да, которые представила Наталья Николаевна Исаева, да, но, да, оказывается, по результатам тестирования ПИСа, да, мы находимся почти на последнем месте среди развитых стран. И вот, анализируя полученные результаты, да, мы видим, что наши учащиеся, да, не владеют такими навыками, как неумение работать с информацией, то есть сопоставлять, соотносить, искать, конкретизировать и прогнозировать. Не умеют анализировать самостоятельно ситуацию. Не обладают навыком преобразования информации, представленной в различных знаковых ситуациях. Это в текстах, в схемах, в таблицах, в картах, в диаграммах. Не способны извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
знания по заданной теме. А также отсутствуют навыки целостного анализа информации с использованием понятийного аппарата. Все это, на наш взгляд, затрудняет усвоение основных исторических и обществоведческих понятий. Ну, я вообще считаю, что учителя истории, да, они же еще и учителя обществознания, самые универсальные педагоги в школе. Итак, основные затруднения, которые мы с вами испытываем. Во-первых, учащиеся не имеют достаточно мотивации для глубокого усвоения исторической, обществоведческой терминологии, особенно если это уровень основного общего образования. Очень часто ученик на уроке не понимает, зачем ему нужны понятия, которые он в повседневной жизни не встречает. Наша задача с вами объяснить, что быстрый рост понятийного аппарата практически в любой науке связан с расширением границ человеческого знания. Отсюда и востребованность для общества людей с пониманием происходящих событий, знанием базовых процессов и явлений, а также умением самостоятельно решать различного рода проблемы, приобретать новые знания. И без знания ключевых, особенно обществоведческих понятий сегодня не обойтись. В-третьих, если работа учителя над понятийной грамотностью не носит активный характер, то у учащихся вырабатываются житейско-бытовые представления о понятиях. Считая это нормально, учащийся не стремится повторно раскрыть словарь. При выявлении учащихся уровня понятийной грамотности отмечается ряд допускающих ошибок. Да? Чаще всего это смещение близких либо сходных по звучанию терминов. Ну, они хоть и созвучны, да, но по смыслу они все равно далеки друг от друга. Ну, например, славяне и словени, цивилизационный и цивилизованный, оккупация, экспансия, национализация, экспроприация, приватизация, гражданство и гражданственность, этика и эстетика. Ну и, наверное, самое распространенное, особенно у пятиклашек, да, это крестьяне и христиане. Очень часто встречается формальное, да, внешне правильное звучание, да, то есть когда ребенок почти наизусть, да, дает определение термина. Но при этом возникает сложность в том, что он хоть и владеет, он знает, он рассказывает, но само как понятие, так и определение он не понимает. Отсюда и возникает сложность в том, что он не может из определения выделить признаки термина. Или наоборот, да? Из признаков собрать, обобщить в один термин. Да, такое действительно есть. Да, и как раз вот на житейско-бытовом уровне, да, на таком вот уровне познания находятся многие учащиеся. Ну, еще один пример приведу. Вот, считая конюшнего человека, да, вы помните, ну, к примеру, Борис Годунов. Да, они считают, что он был конюхом, да. Хотя в период Средневековья, да, боярский чин, да, один из придворных чинов. В-четвертых, содержание отдельных терминов в зависимости от времени.
или от исторической обстановки, да, именно того места, когда оно употребляется, да, и может основательно измениться. Ну вот, например, сейчас приведу пример, да, обратимся к терминам левые и правые. Да, ну вот, например, в начале 20 века, да, левыми считались кто у нас? Социал-демократы, да, а правыми как раз сторонники самодержавия. После Октябрьской революции, да, у нас кардинально все изменилось. Да, левыми стали противники большевистского режима, да, это эсеры, меньшевики, а правыми как раз стали те, кто возглавили тоталитарный режим. И сегодня как раз происходит постоянное обогащение языка. Да, мы понимаем, что вводятся новые термины. Да, терминология у нас не стоит на месте. И в последнее время в употреблении появляются относительно новые термины, такие как приватизация, контркультура, ментальность, аналы, пассионарность и так далее. Трудность овладения этими и другими новыми понятиями заключается в том, что многие из них не выработаны, да, и не имеют четкой научной определенности. Но обойти их никак нельзя, поскольку они встречаются на страницах учебников, ну и даже в нашей с вами обыденной бытовой жизни, то есть встречаются и в средствах массовой информации, и в литературе, да, и где у нас находятся постоянно наши дети в интернете. В истории мы сталкиваемся с ходом и словарного обихода человека, или редкое употребление в современной литературе терминов, которые широко используют авторы древних или средневековых веков. Ну вот, например, процитирую Ключевского, который писал когда-то: когда мы берем в руки рукописный документ XVI века, какую-нибудь грамоту, то мы читаем ее со страхом, потому что не знаем, поймем ли мы ее. Очень легко встретить термин, перед которым нам придется остановиться в недоумении. Ключевский, сочинение, том номер 6. Именно поэтому задача учителя, да, как можно чаще и больше использовать адаптированные исторические и обществоведческие тексты. Да, наши учебники, по сути дела, почти после каждого параграфа, да, насыщенные различными отрывками, фрагментами из документов. В-пятых, разнообразие толкований тех или иных понятий в зависимости от идеологических, религиозных, политических и других пристрастий. Да? Сколько различных толкований выкладываются в смысл таких понятий, как обществоведческие ценности, открытое общество, демократия, свобода слова, идейная терпимость, толерантность. Да? Однако только понятие культура, да, имеет, вот сегодня с 10 классом разбирали, да, как раз тему культура, да, имеет более 1000 определений. И задача учителя, да, наша с вами задача, найти золотую середину. В-шестых, неумение учащимся выделить все признаки понятия. Стремление указать из них только один, да, или два наиболее ярких. Хотя вот здесь хочется остановиться. Да, если говорить о предмете обществознания, то там, да, на ЕГЭ сейчас достаточно ввести 2 признака, да, чтобы раскрыть термин. Но при этом к признакам еще вернемся попозже. Итак, один или более ярких, да, неумение определить существенные признаки, да, неумение определить существенные от несущественных.
тенденция к обобщению и к неполным признакам. Ну вот как раз таковы причины, которые подводят учителя и учащихся к осознанию необходимости систематически и вдумчиво работы по расширению понятийного аппарата. Да, и его отработки по сути дела, на научной основе. Итак, коллеги, можно я сейчас еще раз отмечу, кто к нам присоединился, и продолжим. Неприятная процедура, но все-таки. Итак, продолжаем. Далее, коллеги, я предлагаю вам остановиться на следующих ключевых вопросах. Первый вопрос: когда и как мы вводим термины и понятия? Это можно делать по-разному, да? Мы с вами, да, используем это либо в начале урока, да, либо в конце урока, либо, да, в самом процессе урока. Итак, например, да, начнем с 5 класса. Изучение темы государства на берегах Нила, да, и его жителей, где как раз речь идет о возникновении государства. Да, и вот здесь вот можно использовать, да, данный термин, например, в начале урока. Да, то есть мы даем определение, да, государству. Это организация, управление обществом, людьми, которые проживают на какой-то определенной территории. Да, и вот уже от данного определения выстраивать сам урок. Либо, да, использовать данный термин уже на рефлексии. Ну вот, например, да, постепенно возникла общность людей, живущих на определенной территории и связанных с конкретной системой ирригации. Да, они имели административный центр, то есть город, да, который был окружен стенами. В нем размещался правитель, да, его приближенные, а также находился храм местного божества. Такие объединения получили в науке название номы. Но к моменту образования единого египетского царства, да, таких номов было уже несколько, да, было около 40. В длительной упорной борьбе, да, сильные номы покоряли более слабые.
Да, в результате появились два больших царства. Северное, Нижний Египет, да, или Южный, Верхний Египет. И примерно в 3000 году до нашей эры царь Нина или Нинея, да, покорил Северный Египет и объединил страну. Да? Нина построил новую столицу, город Мемфис. То есть, опираясь, да, уже от признаков, мы переходим к определению. Да, то есть процесс. Если вначале мы идем от определения и выстраиваем по признакам, либо выстраиваем урок от признаков и приходим уже к определению. Итак, как работать с терминами и понятиями? Ну вот обратите внимание на следующий слайд. Да, это вот системы того же урока. Я здесь приведу два примера, как можно работать. Да? Обратите внимание, задание номер 1 и задание номер 2. Сразу поясню, задание номер 2 из Российской электронной школы. Урок номер 5. Государство на берегах Нила и его жителей. Комментировать пока ничего не буду. Надеюсь, вы увидите, да, в чем они отличаются. Да? Федеральный сайт, да, который нам всем рекомендуют использовать. Да? Итак, что же нам предлагают? Чтобы уроки не были скучными и однообразными, следует конкретно, да, и в соответствии, конечно же, с возрастной категорией, да, приведу 10 примеров работы с понятийным аппаратом. Итак, пример номер 1. 5 класс. Буду использовать государство, да, как отрывную точку, термин государство. Итак, государство на берегах Нила и его жителей. Да, предлагается заполнить пробелы в таблице по типу. Да? Ну вот можете сейчас немножечко поработать. Да, задание номер 1. Распределите буковки с циферками, пожалуйста. Угу, спасибо. Да, спасибо, а то у меня сложилось такое впечатление, что я сам с собой веду беседу. Да, такое самое простенькое задание для пятиклассников. Спасибо, коллеги, что вы находитесь со мной. Да, ну и вот по поводу, да, действительно, папирус в пороге дельта. Это вы уже на задание номер 2. Да, область Северного Египта похожа на огромный треугольник. Мне такое вот определение понравилось. Да, так обозначается у нас дельта. Похоже на треугольник. Да, ну вот смотрите, да, определение, по сути дела, приближает к бытовым условиям. Да, то есть, что за треугольник, что за дельта. Да, ну и плюс ко всему, обратите внимание, коллеги, да, у нас определения и термины, да, в колоночках. Я не придумал это, вы можете зайти в РЭШ, 5-й урок, посмотреть конспект урока. Это все. Да, то есть термины и определения. Ну вот еще понятия не хватает. Я вот как раз специально приготовил, да, что такое термин и что такое определение. Да, прежде всего термин это слово, да, являющее точным обозначением определенного понятия. Да, а определение, по сути дела, да, это указание или объяснение значения. То есть никак не может в первой колоночке
Ну, по поводу Рэша коллеги давно говорили, да, о том, что там очень много ошибок, и почему-то эти ошибки не исправляются. Ну, будем считать, что это опечатка. Мы с вами понимаем. Да, очень много ошибок. Но при этом мы как люди, да, подневольные, да, мы отчитываемся, сколько человек у нас зарегистрировано в Рэше, да, а все ли учителя зарегистрированы, а все ли дети зарегистрированы. А можно немножечко отвлекусь от темы? Коллеги, вот кто работает в 8-9 классах, вы проводили мониторинг на функциональную грамотность учащихся? Еще нет. Ну вот я могу поделиться опытом. Я в 9 классах не работаю, я работаю в 8 сейчас, ну и 10-11 у меня еще. Ну, конечно, 5 есть, 6, 1 6, 1 7, 1 5. Вот, 2 8. Так вот, в 8 классах я провел, знаете, в своих, у нас 3 8 класса, я во всех 3 решил проверить читательскую грамотность. Вот используя как раз платформу Рэш, о которой нам все говорят, да, с лета еще. Довольно-таки сложно. Я сначала провел, знаете, пробное в своем классе, там у меня 8 Б, у Мяшки, попытался, да, вот проверить читательскую грамотность, раздал пароли, коды, на уроке они у меня сидели, отвечали, не мог увидеть результаты, не мог понять, почему я не вижу результатов. В итоге потом меня осенило, я начал ковыряться, дошло о том, что эксперт проверяет еще 2 задания. То есть после того, как эксперт проверит еще 2 задания, там выдается результат и высвечивается опять уровень. Ну, когда я разобрался, я решил провести это во всех 8 классах. Так, ну, результат, в принципе, да, по читательской грамотности для нас, учителей, которые работают с детьми, да, он не является вот нечто каким-то вот сверхъестественным. Мы всех знаем своих детей, да, и каждого ребенка на что способен. Но, да, как бы своего рода определенное подтверждение, да, оно, да, еще раз подтвердилось, да, как каждый ребенок, да, если ребенок старается, если ребенок учится, то, конечно же, там будет уровень высокий или повышенный. Да, дальше, как оно есть. Вот. Но при этом нам, как учителям, есть о чем подумать. Да, вот как раз на что акцентировать внимание. Да, вот как сказала Наталья Николаевна, да, о том, что у нас сейчас все 8 и 9 классы выходят как раз на федеральный мониторинг. Да, и вот у нас есть еще время, да, подготовить наших деток. Опять же, как готовить? Да, я не говорю и ни в коем случае не говорю, что мы их должны натаскивать. Да, вот честно я вам скажу, что я против натаскивания на ВПР. Я не натаскиваю. Я стараюсь использовать, да, вот все материалы, все формы, все кэсы, да, использовать на уроках. Да, и вот отрабатывать задания ВПР непосредственно на уроках. И вот я вам сейчас покажу еще раз вот на примерах. Да, вот мы сейчас разобрали первый только пример, да, и вам покажу дальше следующие примеры. Итак, спасибо, коллеги, немножечко отвлекся. Да, ну вот своего рода, знаете, как бы хочется пообщаться с коллегами, потому что варишься в одной каше, да, а тут целая республика. Да, и вот хочется узнать, как оно происходит в других школах. Хотя мы все с вами в одной республике и в одной федерации. Ну да ладно. Итак, следующее. Так, по-моему, забегаю вперед. Да, забежал вперед. Пример номер 2. Пример номер 2, 6 класс. Тема «Народы и государства на территории нашей страны». И здесь можно предложить заполнить схему. То есть у детей уже есть определенный багаж знаний, да, что такое государство.
Да, и вот здесь мы, по сути дела, начинаем отрабатывать, насколько ребята владеют и могут выделять признаки государства. Да, и что мы здесь можем сделать? Например, на доске написать государство и от государства вывести несколько стрелочек. Да, и вот по этим стрелочкам ребята, да, пользуясь и используя уже определенный багаж своих знаний, да, указывают признаки этого государства. Конечно же, целесообразно это использовать, когда у детей уже есть определенный багаж знаний. Или когда тема связана, да, тесно связана с жизнью, например. Ну, как часто это бывает у нас на обществознании. Если термин не знаком детям, да, то, соответственно, у нас ничего с вами в таком примере не получится. Да, лучше всего тогда сразу ввести определенное понятие. Например, объективная истина или абсолютная истина. Следующий пример. Терминологический диктант. Да, довольно-таки простой, но пример, который действительно работает. Да? Итак, учитель произносит определение, да, а ребята внимательно его слушают и записывают термины к этим определениям. Да, можно также поменяться. Да? Вы говорите термин, они записывают определение. Но при этом, да, как бы здесь еще и целесообразно отрабатывать, да, чтобы ребенок видел свои ошибки, да, и понимал, где он был неправ. Следующий слайд, да, нужен, но его нет. Я сейчас поясню, почему. К этим примерам нет. Будет пример вот к этому слайду. Это 7 класс. Формирование единых государств в Европе и в России. Да, вот обратите внимание, коллеги, на слайд. Да, вот у нас на прошлой неделе собиралось наше ГМО, городское методическое объединение учителей истории и обществознания, да, и мы тоже, как и все сейчас, обсуждали функциональную грамотность. Так же, как и все, мы обсуждали, какие изменения произошли у нас в ЕГЭ. Да, и мы все прекрасно знаем, да, у нас появилось новое задание, да, где мы сопоставляем, приводим аргументы. Аргументы из истории России, из истории Отечества и аргумент из всеобщей истории. Да, и как выяснилось, что, по сути дела, мы детей-то к этому и не готовили. Да, мы не отрабатывали такое задание, казалось бы. Ну, вот вам один из вариантов работы. Да, вот у нас сопоставление примеров из общей истории и истории Отечества. Да? Опять же, речь идет о государстве. Да? Первое. Предпосылки, да, и особенности формирования единых государств. Да, почему именно в 7 классе? Да, потому что мы как раз на истории России с вами начинаем, да, как раз централизации. Да, с завершением феодальной раздробленности. Второе. Да, то есть новое государство в Западной Европе и усиление великокняжеской власти. Сходство, различия. Также европейский абсолютизм и российское самодержавие. Также сходство и различия. И роль сословий в европейских странах и в России. Да? Складываются у нас сословно-представительные органы или не складываются. Например. Да, ну вот как... Да, 19, я сказал 18, да, наверное. У меня что-то, видимо, отложилось. 19 задание. Хотел ответить, ладно, идем дальше по подтексту. По конспекту. Так, следующее.
Следующий пример, пример номер 5. Внимание, вопрос. Сразу скажу, не у всех у меня получается детей так работать, но довольно-таки, скажем так, интересный пример. Итак, сейчас поясню, в чем он заключается. Внимание, вопрос, игра. Как правило, это для детей уже старших, да, это 8 по 11 класс. Как правило, использую это на уроках обобщения или при проверке домашнего задания. Итак, ребята должны заранее подумать, какой термин или понятие они хотят проверить. При этом они должны привести сначала подводку, то есть подводка из 2 предложений, да, в которых должна нестись такая основополагающая мысль на вопрос. То есть указать, да, определенные признаки к термину, возможно даже назвать виды термина, а потом задать вопрос. Причем задают вопросы сами дети своим одноклассникам. И при этом сами дети выбирают, кому этот вопрос задать. Бывает, что они уже изначально выбирают для себя, да, и понимают. Ну, либо заранее готовятся, да, уже отрабатывают. Да, вот, то есть они уже иногда так прочувствуют. Да, Сенат, да. Вы уже отвечаете на вопрос. Я просто привел пример. Да, вот смотрите, вы видите на экране, да, государство – это организация жизни, при котором существует единая система управления людьми, проживающими на одной территории. Царь Петр изменил ни много ни мало систему государственного управления. Внимание, вопрос. Да, и вот как уже ответил Игорь Костюков, да, допустим, мы задаем этот вопрос вам. Ответьте, пожалуйста, как при Петре Первом назывался высший орган государственной власти, который принимал различные решения и законы? Да, и учащиеся отвечают. То есть, да, вот смысл, я считаю, здесь вот в подводке. Да, то есть учащийся демонстрирует вам, что он сам понимает, о чем идет речь, да, он сам понимает признаки термина, понятия, да, но и при этом, да, формулирует такой вот раскрытый, да, вопрос. Следующий пример. Модель Фрейер. Да, вот, знаете, интересно его использовать в 6-7 классах. Да, то есть на листе бумаги, ну, можно его складывать четверо, можно не складывать, просто для себя обозначить уже границы. Да, ребята просто уже расчерчивают. Хотя, как дети говорят, пятиклассники развивают моторику. Но в старших классах это уже не работает. Им проще уже ручкой или карандашом сделать крестик, в центре написать термин и работать по нему. Итак, на листе бумаги, да, по центру листа пишется ключевое понятие. В левом верхнем углу указывается определение. В правом верхнем углу характеристика. В нижнем левом примеры. И в нижнем правом антипримеры. Вот на экране вы можете увидеть пример. Да, вот крепостничество или крепостное право. Как термин. Крепостничество, как понятие крепостное право. Таким образом, можно предложить ребятам в случае затруднений, да, выделить из готового списка наиболее существенные и необходимые признаки крепостного права. То есть такие, без которых не может существовать понятие. Да, и это будут, по сути дела, определяющие признаки. Затем,
Существенные и необходимые признаки, да, которые синтезируют само определение крепостное право. Да, и мы здесь уже видим, да, крепостное право – это форма зависимости, при которой, да, крестьяне прикреплены к земле, крестьяне не имеют личной свободы, крестьяне не имеют своей земли, но у крестьянина есть надел земли, который на время дает ему помещик. Крестьянин полностью подчинен хозяину, крестьяне ходят, прошу прощения, да, крестьяне ходят на барщину, да, то есть отрабатывают барщину, ну и крестьяне платят оброк. В чем смысл антипримеров? Ну, в том, что демонстрирует понимание. Да, я вот как вначале сказал, о том, что они могут знать наизусть определение, да, но не понимать само определение. И у них возникает иногда сложности в том, что они из заученного определения не могут вывести признаки. Приводя эти примеры, да, своего рода демонстрируется еще и, мне кажется, понимание ребенка определения. Ответил на ваш вопрос. Идем дальше. Следующий пример – денотатный граф. Вообще я сам использую такую схему в качестве определенного, ну, я не могу сказать, что это синклен, хотя, да, вот какие-то схожести есть, да, но вот в качестве структуры, да, в качестве плана довольно-таки часто. И также предлагаю ребятам поработать вот с понятийным аппаратом. Оказывается, называется он денотатный граф. Так, в чем его особенность? В чем его особенность? В том, что, смотрите, коллеги, на экран. Итак, первый этап. Ребята читают, да, знакомятся с текстом, вычленяют из текста ключевые слова, да, ключевые слова или словосочетания. Ну, в данном случае мы возьмем определение. Ну, прошу прощения, в данном случае мы берем понятие, да, то есть ключевое слово будет понятие. На втором этапе, да, указываем глаголы, которые связаны с данным понятием. По сути дела, глаголы будут, ну, своего рода признаками. На третьем этапе дорабатываем к признакам, да, еще и существительные, да, которые будут раскрывать данный признак. Но вот сейчас попробую показать вам на примере. Так, не очень хорошо видно, да, пример интеллигенция. Да, ну попробую сейчас на другом примере. Пример декабристы. Да, то есть ключевое слово здесь у нас будут декабристы. Затем мы выбираем глаголы. Да, допустим, создали, требовали, подняли, арестованы, наказаны. Да, вот эти глаголы мы вносим во втором ряду, во втором этапе. На третьем этапе каждому глаголу подписываем несколько имен существительных. Ну или даже можно использовать словосочетание. Например, сейчас поясню. Глаголу создали мы можем указать южное общество, северное общество. Глаголу требовали крепостное право, Конституцию, да, ну и так далее. И по сути дела, да, все это записывается уже на третьем уровне.
Да, и с такими вот веточками, да, выстраиваются признаки, да, общие такие признаки к понятию. Следующий пример, коллеги. Следующий пример. Задание уже на развитие критического мышления. Соотнесение видовых понятий с родовыми. Да, то есть родовое понятие это более обобщенное. Да, например, вот обратите внимание. Так, нет, пока не. Ну вот обобщенное, что мне сейчас в голову пришло, это, допустим, партия. Почему не обратите внимание? Потому что не совсем подходит к слайду. Да, а партия, да, это будет родовое. А видовое, то есть более конкретное, допустим, что это типы партий. И вот данное задание, да, оно сейчас довольно-таки часто встречается в заданиях ГИА. Да, в различных пробниках это задание есть. Как правило, чаще всего такой пример встречается в пробниках обществознания. Да, итак, в задании предлагается родовое понятие. Необходимо выписать, да, вот опять же по модулю уже, наверное, 2021 года, по старому модулю, где указывается, да, исключите два понятия. Мы знаем, что сейчас в 2022 году никаких подсказок не будет. Да, то есть учащийся должен сам найти, какие исключения относятся к данному термину. Спасибо, вы уже отвечаете 4,6. 4,5. Да, действительно, 4,5. Да, политическая идеология. Абсентеизм, да, что это такое? Это люди, которые уклоняются от выборов, да, то есть граждане, которые уклоняются от выборов. И конформизм, да, это что? То есть это согласие человека, да, подстраиваться под другого человека, да? Ну, от слова комфорт, наверное, идет. Приспособление, да. Хотя, знаете, недавно встретил определение конформизма. Начинается она со слов соглашательство. Соглашательство, и, ну, я не знаю, мне кажется, вот даже не способен ли ученик, да, учащийся, с таких слов запомнить определение. Да? Да, но при этом начинается как соглашательство. Следующий пример, тоже довольно-таки распространенный в пробниках. Я его не указал на слайде, но сейчас расскажу о нем. Когда даны примеры, задание на обобщение групповых понятий. Да, когда даны примеры, допустим, федерация, конфедерация и содружество. Да, объедините их в один термин. Да, тоже такое распространенное задание. Чаще всего встречается в пробниках обществознания. Но при этом имеет отношение к истории. Форма территориального. Ну, можно еще сказать, как форма государственного устройства.
Следующий пример, тоже 10-й пример, заключительный мой пример. Найти понятие, которое является обобщающим для всех. Да, опять же, они похожи с моим 9-м примером, да, но встречается оно в ВПР. Например, вера, догматы, храмы, религия и прихожане. То есть здесь уже указано, да, понятие, указан термин, который может объединить, да, все эти перечисленные примеры. Конфессия. Ну, я думаю, что пятиклассник вряд ли так ответит. А вот религия, да. Религия, да. Так. Продолжаем. Итак, чтобы оценить уровень функциональной грамотности наших с вами учеников, учителю прежде всего необходимо предлагать нетипичные задания, да, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни. Да, то есть, смотрите, вначале я вам говорил о том, что, да, почему у нас возникают проблемы с тем, что, да, дети пытаются давать определения, да, опираясь на свой жизненный опыт, да, но сейчас я говорю о том, как нам это использовать, да, на своих уроках. Итак, вы видите уже на слайде, да? Итак, овладение функциональной грамотности на уроках истории, да, который складывается из нескольких составляющих. Первое, да, процесс овладения исторической грамотностью. Да, то есть учащиеся определяют временные рамки изученного периода, да, соотносят даты с веками, показывают на карте территориальное пространство изучаемого события, дают характеристику понятийному аппарату, анализируют роль личности в истории. Второе. Процесс обучения. Усвоение исторических знаний происходит поэтапно, то есть от простого к сложному. Система, деятельностный подход. Все правильно. Да, от материала 5 класса, да, от древнейших цивилизаций к темам 9 класса, да, до начала 20 века. Ну и затем расширяет полученные знания уже в 10, в 11 классе, но при этом продолжает линейное обучение и изучает уже историю 20-21 веков. Да? И на протяжении, по сути дела, всего процесса обучения используют интерактивные методы обучения. Например, используют мозговой штурм, работу в малых группах, используют творческие задания, интерактивные лекции, уроки, экскурсии и так далее. То есть отходим от традиционных лекционных уроков. Следующее. Третье. Процесс образования. Учащиеся владеют общим уровнем исторической культуры, знакомы с историческими ценностями и стандартами современной цивилизации. В нашей работе понимание функциональной грамотности – это прежде всего, как ученик освоил теоретический материал и как он может применить его на практике. Кстати, если вы следите за изменениями, связанные с функциями преподавания истории, то последнюю новость, да, о которой стало известно на прошлой неделе, что все-таки стандарт по всеобщей истории будет скоро утвержден. Я думаю, что проект нам предложат рассмотреть, да, как учителям, как это было связано с историей Отечества, да, и при этом что вводится? Предлагают нам с вами
выстраивать свои уроки, выйти из наших с вами привычных аудиторий классов и проводить уроки в музеях, посещать различные выставки, посещать интерактивные, дистанционные какие-то, да, вот, используя дистанционные технологии, да, посещать музеи прямо на уроках. То есть это уже не в рамках внеурочной деятельности. Есть такое предложение. А вот при этом мы все прекрасно знаем, что у детей теперь есть пушкинская карта. Выводы делать я не буду. Думайте их сами. У каждого своя точка зрения. Итак, в нашей работе функциональная грамотность. Да, прежде всего, повторюсь, это освоение теоретического материала. Это возможно сделать, если, первое, в учебном процессе в целом осуществляется активизация познавательной мыслительной деятельности учащегося на каждом уроке. Второе, формируется навык самообучения, самообразования, да, в учебном процессе, который происходит непрерывно. Третье, формируются универсальные учебные действия. Да, как нам уже сказали, наши УУД заменили на функциональную грамотность. А это, все-таки универсальные учебные действия, да, они прежде всего связаны с характерными чертами, да, школьных дисциплин. Да, по сути дела, это развитие памяти, развитие критического мышления, развитие аналитического мышления, умение четко выражать свои мысли. Четвертое. Ученик научен работать с текстом, анализирует его и может дополнять, умеет найти нужную информацию в источниках. Ну и пятое, да, имеет полученную информацию соотнести с исторической действительностью. Как развить навыки функциональной грамотности? Да, есть 5 способов. Вы их видите на экране. Да, по сути дела, они подходят не только к школьникам, но и к педагогам. Итак, первое. Мыслить критично. То есть ставить под сомнение факты, которые не проверены официальными данными или официальными источниками. Обращать внимание на конкретность цифр и суждений. Задавать себе вопросы, точна ли услышанная или увиденная информация. Есть ли у нее обоснование, кто ее выдает и зачем. Да? Главный посыл – мыслить критично. Второй способ – развивать коммуникативные навыки. Формулировать главную мысль сообщения. Создавать текст с учетом разных позиций. Своей, читателя, слушателя, автора. Да? Не бойтесь выступать перед публикой. Делиться своими идеями и выносить их на обсуждение. Третье. Участвовать в дискуссиях. Да? Обсуждать тему, рассматривать ее с разных сторон и точек зрения. Учиться понятно для собеседников выражать свои мысли вслух. Изучить стратегии убеждения собеседников и ведения переговоров. Участвовать в конференциях и форумах. Но, мне кажется, наши дети, да, участвуют в различных конкурсах. Мне кажется, у нас только и конкурсы идут, да, по истории, по обществознанию. Если взять текущую неделю, да, то можно одну работу направить сразу на 4 конкурса, например. Да, у нас сейчас и юные исследователи, и краеведческая конференция, и что там, «Моя малая родина», и Юниус, и рождественские чтения. Все для нас, коллеги. Следующее. Расширять кругозор.
разбираться в искусстве, в экологии, в здоровом образе жизни. А разве это не обществознание? Да? Влияние науки и техники на развитие общества. Как можно больше читать детям книги, журналы, изучать экспертной точки зрения. Да, вот это уже проблема, как заставить детей читать. Если не книжки, то что-то другое. Да, но здесь можно периодически проверять свои знания на викторинах. Да, то есть, чтобы дети участвовали в различных конкурсах. Недавно, да, на каникулах буквально прошел этнографический диктант. Был еще один конкурс, связанный... Я забыл, я не мог его вспомнить. Он связан был с культурой, то есть с православием. Не помню, как он называется. Тоже проходил на каникулах. Да, также дети участвовать могут и в географических диктантах, ну и, конечно же, в тотальных диктантах по русскому языку. Да, и вот здесь как раз расширяется кругозор различных конкурсов. Те же самые игры, связанные, ну, вот у нас проходят в муниципалитете игра «Что, где, когда». Да, у нас старшеклассники довольно-таки активно участвуют. Пятое. Организовать процесс познания. Ставить цели и задачи. Разрабатывать поэтапный план. Искать нестандартные решения. Анализировать данные. Делать выводы. Когда мы говорим о том, как можно, и как, скорее всего, не как можно, а как важно. Да, как важно понимать текст. Читать его. Да, и при этом не забыть, что прочитано. Да, что у нас сейчас довольно-таки часто встречается у ребят. Да, прочитали, а что прочитали, не помню. Сразу же пересказать не могут. Да, с чем это связано, опять же, да? С тем, что да, здесь огромный разрыв в понимании и смышлении. Взглянуть на процессы понимания можно с разных сторон. Да? Это видение, которое предполагает психология, как говорится. Да? Позволяет открыть для себя новые тропинки к пониманию текста и работы с ним. Да? Ну, это в любом случае тот навык, который ребятам нужно отрабатывать. И, к сожалению, отрабатывается этот навык не в основной школе, а в начальной. Да, вот именно с такими навыками они уже должны к нам прийти. Но, как выясняется, многие дети и таблицы умножения не знают. Вот. Но при этом функциональная грамотность начальной школы довольно-таки высока. Что не скажешь об основной школе. Поэтому, видимо, я здесь не прав. Как показывает статистика. Итак, следующее, коллеги. Средства формирования функциональной грамотности на уроках истории. Все для нас абсолютно знакомо. Все это мы с вами используем. Да? Только называется это теперь по-другому. Итак, пересказы. Пересказы мифов, биографий, рассказов. Да? То есть предоставление учащимся возможности монологически, грамотно изъяснять свои мысли. Примерять их на себе. Те или иные исторические сюжеты, образы, да, что позволяет очеловечить события. Расширить их воспитательный диапазон. Да, создавая тем самым соответствующую эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей. Использовать познавательные игры, викторины, уроки дебаты, то есть геймификация. Да, новое слово. Которые развивают навыки сотрудничества, индивидуальной работы, умение выступать. Да, также умение доказывать собственную точку зрения, аргументировать в дискуссиях. Третье. Исторические диктанты.
эссе, да, с последующей их коррекцией, да, со стороны учителя. Что формирует письменную грамотность? Следующее. Изучение исторических и правовых документов. Их подробный анализ. Здесь, да, что развивает, да, какие навыки? Позволяет учащимся высказать свое собственное мнение по проблеме, опираясь на этические ценности, которые выработало человечество за всю свою историю. Следующее. Следующее – это у нас чтение вариативных источников. Ну, довольно-таки забавно использовать документы. Пытаюсь всегда найти для ребят на старославянском. Вот. Довольно-таки сложно, почти нечитаемо. Но ребята стараются. Ну, в интернете их множество. Итак. Да? Следующее. Исследовательские работы. Это проектная деятельность. Да, хоть ее и вели совгосами, я думаю, что для нас проектная деятельность тоже всегда была знакома, мы всегда ее использовали. Если не на уроках, то во внеурочной деятельности постоянно. Так, следующее. Оценивание функциональной грамотности. Да, вот здесь предложение разделить их на 3 уровня. На первом уровне, да, или низкий уровень. На уровне функциональной грамотности учащиеся должны демонстрировать отдельные исторические знания, воспроизводить оценки, усвоение в готовом виде, осуществлять деятельность по образцу при осуществлении коммуникации, излагать усвоенные в готовом виде знания. На втором уровне или на среднем уровне школьники должны воспроизвести различные оценки, полученные в готовом виде, обладать совокупностью исторических знаний, уметь преобразовывать в процессе учения усвоенные способы деятельности при выражении образа истории, да, использовать доказательное рассуждение. На третьем уровне, да, то есть на высоком уровне, нам предлагают оценивать таким образом. Учащиеся должны иметь обоснованную собственную оценку и отношение к истории, обладать целостной системой знаний, уметь преобразовывать чужой и собственный опыт и создавать на этой основе способы деятельности. В процессе коммуникации приводить оценочные высказывания, основанные на собственных оценках. Благодаря изучению истории обеспечивается возможность критического восприятия учащимся окружающей реальности. Определение способствует позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка. Осознание им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного или конфессионального общества. При этом ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных и социальных систем. Подобная система работы помогает формировать на уроках функциональной грамотности учащихся, развивать основные умения, навыки, воспитывает внутреннюю самооценку, повышает учебную мотивацию учащихся. Таким образом, учебный предмет история обладает широчайшими возможностями для использования их в целях формирования функциональной грамотности учащихся. Необходимо регулярно заострять внимание учащихся на духовно-нравственных аспектах тех или иных
исторических событиях. Учить школьников анализировать и синтезировать информацию, проводить аналогии с сегодняшним днем. Воспитание высоконравственного человека, способного адекватно адаптироваться к современной социальной среде, сложнейшая задача, но вполне достижима, если за ее реализацию возьмутся профессиональные педагоги, способные воздействовать на личность с разных сторон. Ученики с радостью идут на урок, когда понимают, зачем им это нужно, как и в дальнейшей жизни пригодится то, чем они занимаются в школе. Для этого учителям необходимо осознавать, для какого будущего они готовят этих детей. Итак, у меня все по первым 2 часам. Я вам предлагаю сейчас 5 минут передохнуть, да, и приступить дальше. Я поясню по поводу практического занятия, что нам нужно будет сделать. Так, заодно еще раз отмечу. Давайте все-таки 5 минут перерыв, а потом сделаем небольшую перекличку. Да, потому что не совсем понимаю, что у нас изучать есть. И кто у нас есть из участников. 7 минут. Договорились. 7 минут, коллеги. Как раз тогда встречаемся с вами ровно в 17:00.
Так, коллеги, меня слышно? Да, я надеюсь, все присоединились. Угу, отлично. Так, коллеги, что я сейчас предлагаю сделать? Сделать такую небольшую перекличку, но каким образом? Я посмотрел сейчас по участникам, да, кто у нас присутствует. Да, я сейчас, единственное, коллеги, я увидел в участниках, но возможны такие варианты, что вы находитесь, как вам сказать, под одним логином, да, может быть, два участника, да, то есть если вы коллеги, да, работаете в одной организации, находитесь вместе, да, вот, и имя может не отображаться, да. Так, коллеги, вот я сейчас перечислю, да, кто у нас присутствует. Если я не назову, да, то вы уж, пожалуйста, в чате отметьтесь. Хорошо? Дайте знать, что вы присутствуете. Так, Адаховская Тамара Сергеевна, Бессонов Аркадий, Бухарина Елена, Гаврилова Анна, Горунович Олеся Николаевна, Гущин Сергей Васильевич, Гущина я не видел. Элеонора Владимировна, если вы есть, то поставьте плюсик. Если нет, то значит нет. Так, дальше. Зверев Андрей Александрович, Костюков Игорь Юрьевич, Крюкова Марина Вениаминовна, Мишенева Надежда Николаевна, Носова Анна Валерьевна, Попов Владислав Николаевич, Сизганова Мария Михайловна, Симоновская Марина Сергеевна. Ой, боюсь неправильно поставить ударение. Языкова Ирина Петровна. Кого не назвал? Вот, видите, как хорошо. Литвиненко Ольга Владимировна. Все, ставлю плюсик. Все, остальных всех назвал, всех увидел, да? Итак, коллеги. Ой, еще. Татьяна Владимировна. Угу. Поставил плюсик, присутствует. Да? Итак, наверное, сейчас еще раз продублирую, коллеги, ссылочки. Но вот как показал первый опыт, то облако, которое представляли нам организаторы, оно не сработало, да, пришлось выводить собственное облако. Так, ну у кого-то уже доступ к этому облаку есть? Оно по-прежнему у вас сохраняется доступ к материалам. Так, ну вот, коллеги, если есть возможность, да, попытайтесь, если вы сейчас находитесь, да, есть возможность у вас, если вы не с телефона, за компьютером сидите. Ой, что это? Нет, да, есть. А, вы уже отвечаете. Вот. Коллеги, да, вот я вам еще раз бросил. Да, вот первая ссылочка. Да, в самом начале, которая была, я еще раз продублировал. Первая ссылочка на Google Диск. Там находится, я сейчас поясню, если вы перейдете, то вы увидите. Там находится, если вы сейчас мне запросите доступ,
к этому облаку, то я вас сейчас прям и пущу туда, если у вас нет доступа, если вы попросите. Так вот, в этом облаке уже есть материалы. Да, сегодняшнего с вами, сегодняшнего занятия, плюс ко всему я прикрепил туда еще дополнительный материал. Дополнительный материал, который будет наверняка полезен, связанный с функциональной грамотностью. Да, там есть примеры заданий. Примеры заданий, которые мы с вами можем использовать на уроках истории. Там 2 документика есть таких. Так, плюс ко всему там само практическое занятие. Сейчас я его выведу на экран. Вот это практическое занятие, да, которое вы должны будете мне представить до 17-го, коллеги. Я вас убедительно прошу. До 17 ноября. Я все прекрасно понимаю, я такой же учитель, как и вы, также работаю в школе. Не надо мне говорить, насколько мы все с вами загружены. Я все прекрасно понимаю, но и вы меня тоже поймите. Особенно после того, когда мне, действительно, начало уже раздражать, когда через какое-то время... Ведь, коллеги, мы все с вами работали дистанционно. Иногда мне говорят о том, что учителя хуже детей. Да, поэтому вот есть определенные сроки, поэтому попрошу, коллеги, до 17-го, да, 17-го включительно. Плюс ко всему у нас с вами есть 17-го подключение. Подключение в Teams. Да, это на тот случай, если у кого-то возникнут проблемы и нужно будет со мной связаться. Связаться вы сможете со мной в Teams 17-го, если у кого-то возникнут проблемы. Третья ссылочка, коллеги, третья ссылочка. Ну вот поднимитесь наверх, чтобы убрать нашу с вами переписочку, да, в чате. Самый верх, на самый наверх, да, поднимитесь. И третье, это мой электронный адрес. То есть один вариант, вы можете загружать на облако, там увидите, папочка есть, да, в облаке папочка работы слушателей. Если у вас есть доступ, если я вам открывал доступ, если вы меня просили доступ, то работы вы можете загрузить туда. Или работы вы можете мне отправить на электронный адрес. Электронный адрес вы все прекрасно знаете, да, уже. Вот, плюс ко всему вы еще раз можете записать, да, turinbekov@gmail.com, мой электронный адрес. Также можете писать, если возникнут какие-то вопросы. Да, стараюсь отвечать. К сожалению, что-то с компьютером, я вас не слышу, только видите меня. Коллеги, а у всех такая проблема? Значит, это что-то у вас. Видим и слышим, замечательно. Так, и, коллеги, обратите внимание, опять же, сверху, да, третья ссылочка. Третья ссылочка, если вы смотрите переписку чата в самом начале, да, промотали, подняли всю переписочку наверх, то вы видите, вторая ссылочка, интенсив «Я учитель». Платформа Яндекс.Учителя, платформа, которая, да, позволяет проверить. Вот мы в прошлом году на этой платформе проводили мониторинг учителей на компетентность цифровой грамотности. Сейчас там появилась функциональная грамотность. Да, то есть вы можете проверить себя. Да, вот там интенсив, там есть 1.0, 2.0, 3.0.
Да, ну вот мои коллеги, я сам лично, да, выбрали для себя 2.0. Есть коллеги, которые выбирали 3.0. Чем они отличаются, не знаю, честно вам скажу. В чем отличие, но проверить компетентности вы можете, да, опять же, связанное с функциональной грамотностью. И знаете, что меня удивило при проверке этих компетентностей, когда вроде бы педагог связан с творческой деятельностью, при мониторинге показывает, что у него креативная грамотность, да, или креативная компетентность учителя, она чуть выше 50%. У нас, в принципе, у всех, да, у моих коллег, у нас в школе вот как раз креативное мышление, да, было одной из самых низких по сравнению с проверкой других умений. Не знаю, у меня такое предположение, я просто делюсь своим мнением, возможно, оно ошибочное, да, возможно, это связано с чем? У меня только видение того, что мы идем вот четко в стандартах. Вот есть определенный стандарт, идем по этому стандарту, да, и отсюда отходим от различных креативных мышлений. Вот. Что оказывается определенным минусом, да, и вот для нас определенный звоночек о том, чтобы, да, поработать над собой. Проверка читательской грамотности. Да, тоже как бы не выше 80 и 90% у некоторых учителей. Да, а у нас курс, да, вот этот дистанционный, который был, он опирался как раз вот на читательскую грамотность. Я же этот раз попытался связать это с понятийной грамотностью, что тоже является одним из направлений функциональной грамотности. Итак, коллеги, поясняю, что мне нужно будет отправить. Итак, перед вами вы видите, да, задание. Опять же, если у вас проблема выйти в облако, по одному заданию, нет, по два задания на каждый вид грамотности. По 2 задания. Читательская грамотность, глобальная грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность и креативная грамотность. Плюс ко всему, обратите внимание, я привел образец. И помимо образца, коллеги, ссылочка на наш муниципальный воркутинский сайт нашего виртуального дома учителя. И вот по этой ссылочке вы тоже можете перейти и еще раз познакомиться с материалами, которые подобрал наш с вами коллега, тоже историк, учитель истории обществознания Смирнов Николай Александрович. Да, вот как раз по функциональной грамотности. Там тоже есть определенные вспомогательные обучающие, да, материалы, связанные с функциональной грамотностью. Думаю, тоже будет полезно. Ну и плюс ко всему можете всегда использовать для работы. Да, сайт так и называется, другая школа. Да, вот по ссылочке, если вы перейдете, как раз ссылочка выстраивается на функциональную грамотность. Вот такой практикум. Если у вас возникли сложности, что вы не можете зайти ни в облако, ни в то облако, которое представляли нам организаторы курса, кстати, там тоже оно есть, тоже загрузил, то можете написать мне, я вам отправлю, да, форму задания. И плюс ко всему еще, коллеги, пожалуйста, полностью подписывайте свои работы, потому что были работы, которые вы подписывали, допустим, есть имя, отчество, да,
а нет фамилии. Мне приходилось додумываться по электронному адресу. Вот, какая же фамилия. Или искать в списке по имени, отчеству, кто мне прислал. Вот. По ссылке не зайти, давай, действие запрещено. А теперь вопрос, по какой ссылке и куда запрещено? Потому что я вам отправил 2 ссылки. По какой из ссылок невозможно зайти? Ссылка в Воркута? Вы имеете в виду ссылка... ваша городская. Сейчас я вам отправлю здесь в чате. Все понял. Здесь нужно скопировать полностью ссылку, текст полностью и вставить в верхнюю строку браузера. Так, а в облако у вас получается зайти? У всех? Вообще доступ там открыт для тех, у кого есть ссылка. Но если и так, по креативной грамотности одно задание. Ну вот то, о чем я говорил, да, на самом низком уровне. Давайте все-таки оставим 2 задания. Но если приведете только одно задание, как бы не критично. Креативный пример. 5 класс. Экскурсия по средневековому городу. Задание. Или представьте себя ремесленником и опишите один из своих дней жизни. Или представьте себя египетским вельможей. Креатив. Так, ну если что, пишите мне. У вас электронный адрес опять же есть? До 17 числа включительно. 17. Всем с удовольствием отвечу. После 17 не с большой радостью. Ну,
мы все прекрасно понимаем, у нас сейчас начинается еще и муниципальный этап Олимпиады. Да, мы тоже сейчас будем на этом заняты. Особенно нам всегда везет, да, у кого-то 1-2 Олимпиады, а у нас 4. Вот и готовим. Задание, как выполнить объем. Объем вы приводите примеры заданий. Примеры заданий. 2 задания по читательской грамотности, 2 задания по глобальной грамотности. Да, задания для детей. Да, прям в табличку, да. Прям в табличку. Еще раз обратите внимание на образец. Да, вот по образцу. Вот. Коллеги, есть еще вопросы ко мне? Или по курсу? По сегодняшнему дню? По 2 задания. По 2 задания. Нет, я учитель, это вот чисто, знаете, для информации. Это только для информации. Только для вас. Мало ли будет полезно проверить себя на функциональную грамотность. Ага, на автомат. Как самодисциплинированно. Спасибо, мне очень приятно. Я думаю, у вас не возникнут сложностей, плюс ко всему я там привел масса различных примеров. Посмотрите по образцу, если зайдете в облако, то увидите, там тоже есть уже готовые наработки. Но хотелось бы, чтобы вы свое что-то представили. Угу. Так, спасибо, коллеги. Ну, раз вопросов нет, так, по заявленной теме школы мы с вами, в принципе, отработали все вопросы. Так, практическая работа, еще раз. 17 до 17 отправляем либо на почту, либо грузим в облачко, да, в папочку для слушателей. До встречи 17 числа, если у кого-то возникнут проблемы или вопросы. Плюс ко всему, коллеги, в облаке вы уже увидели, да, там есть список слушателей, да, и у кого стоят зачеты. Да, вот чтобы у вас была картиночка, да, я сразу же в облаке буду ставить, да, и вы увидите, принята работа, не принята, то есть можете увидеть также. Ну, а вопрос к тому, что принята или не принята, да, это будет зависеть от... Пришлете вы мне работу или не пришлете.
Да, я вот смотрю, что вы уже, да, здесь находитесь, и кто находится. Да, можете заодно сверить. Этот список слушателей, да, которые отправляли мне с Крыло, с центра образовательных курсов. Так, ну, коллеги, у меня тогда все. А можно прислать не на вашу почту, а куда? А куда прислать? Можно прислать то есть вы на вашу. Можно на мою почту. Можно на мою. Продублировать еще раз почту. Есть. Угу. Да, конечно, присылайте, если что, на почту. Так, ну все у меня, коллеги. Приятного вам вечера. Приятных выходных. До свидания. До свидания, коллеги. Спасибо.